Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Сегодня у микрофона Сергей Бриштель и Олег Крупко. Тема нашей беседы называется «Хлеб небесной выпечки». Присоединяйтесь. Хлеб жизни преломи, Спаситель нам, как преломлял своим ученикам. В Слове Твоем, Господь, ищу Тебя, мой слабый дух поет, Ты жизнь моя. Благослови, Господь, Твои слова, и напитай теперь меня. Свободным стану я от всех оков, найду в Тебе мой мир на век веков. Пошли Твой Дух, Господь, Твой Дух Святой, и как слепому мне глаза открой, дабы, как Ты велик, увидел я, и в дивной книге книг нашел Тебя. Ты, Боже, хлеб живой, здесь для меня, познанием истины достигнут я. Дай мне вкушать и жить одним Тобой. Хочу Тебя любить, Ты хлеб живой. Дай мне вкушать и жить одним Тобой. Хочу Тебя любить, Ты хлеб живой. Во все времена для каждого государства большое значение имело обеспечение продовольственной безопасности. Это ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, которая необходима для ведения активной и здоровой жизни. В Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности говорится об обязанности любого государства обеспечивать право каждого человека на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода. Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической политики государства. С учетом показателя распространенности недоедания, Организация Объединенных Наций сообщила, что в 2020 году почти 870 миллионов человек страдали от хронического недоедания. Это составляет 12,5% мирового населения, или 1 человек из 8 недоедает. Более высокие показатели отмечаются в развивающихся странах, где 852 миллиона человек, это около 15% населения, хронически недоедают. Голодающие люди имеют почти трехкратное увеличение количества депрессий и нарушений сна по сравнению с обеспеченным питанием.
Как видим, даже в настоящее время высоких технологий в сельском хозяйстве проблема продовольственной безопасности очень даже актуальна. Но можно представить, какой ажиотаж среди людей вызвало чудо Иисуса Христа, когда Он всего 5 хлебами и 2 рыбками накормил 5000 человек досыта, и еще много пищи осталось. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 14 стиха. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, к которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Чудеса, которые творил Христос, очевидным образом доказывали, что Он и есть обещанный Мессия, учитель, пришедший от Бога, великий пророк. Изумленные этим чудом зрители признали это. Тем не менее, здесь обнаруживается такая удивительная непоследовательность и противоречивость. Люди могут признать Иисуса тем самым долгожданным пророком, но в то же время остаться совершенно глухими к Его словам. Им очень понравилось чудо насыщения, чудеса исцеления, но подавляющее большинство людей оставались совершенно равнодушными к Его учению. Когда Он на короткое время скрылся от них, они начали искать Его. Но не ради Его учения, не ради того, чтобы понять Его, узнать о Нем, и даже не потому, что видели чудеса. Чудеса служили великим подтверждением истинности Его учения. Люди искали Иисуса ради собственных желудков, потому что Он дал им вкусную, сытую пищу, ели все и насытились. Вполне вероятно, что как вино, полученное посредством чуда, было самым лучшим вином, так и эта пища, полученная таким же образом, была вкуснее обыкновенной. И еще Он дал им дармовую пищу, которая им совершенно ничего не стоила. И вот они находят Его в Капернауме. И здесь происходит очень продолжительная беседа. Складывается впечатление, что иудеи вообще не понимают, о чем говорит Иисус Христос. Он позволил им задать Ему вопросы. Скрывая свою цель, иудеи вначале задают отвлеченный вопрос: «Как ты сюда пришел?» Иисус обличает их в лицемерии: «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». И указывает им на лучшие цели и принципы. Старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную. На протяжении всей истории человечества мирское богатство, мирская слава, мирские удовольствия – это тоже суть пища. Это то, чего люди алчут, как пищи, чем пресыщают себя и чем пытается удовлетвориться их плотское сердце. Но все земные блага гибнут, так как тленны по своей природе. Они увядают сами по себе и становятся жертвой тысячи случайностей. Обладающие ими люди не уверены в них, даже пока живут, а когда умирают, то неизбежно вынуждены их оставить. И потому крайне неразумно с нашей стороны заботиться о них сверх меры. Иисус же призывает нас приложить усилия к достижению лучшей цели и стараться о пище для души. Относительно этой пищи Он показывает, что она несказанно вожделенна. Чем же она ценна? Она приносит в сердце чувство Божьего присутствия, ощущение полной безопасности, независимо от внешних обстоятельств. Причем это пища, пребывающая в жизнь вечную. Это блаженство, которое продлится столько, сколько нам дано прожить. Оно не только само пребывает вечно, но и нас способно будет питать в жизнь вечную. Поскольку Христос сказал иудеям, что они должны приложить старания и усилия, чтобы добыть эту ценную пищу, то они спрашивают: «Так что же нам делать?» Их вопрос был вполне уместен. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Наверное, они ожидали, что Он скажет о чем-то великом и возвышенном. Но ответ Христа был достаточно прост и ясен. Вот дело Божье, чтобы вы веровали. Веровать. А вот это уже проблема. Причем большая проблема. Иудеи пытаются вернуться к началу беседы и говорят: «Но чтобы поверить тебе, нам нужно видеть от тебя знамения». И вспоминают Моисея, который кормил манной народ израильский. Причем не один раз, как вчера сделал это Иисус, а много лет. На это Иисус отвечает, что, во-первых, манну народу посылал не Моисей, а Бог, а во-вторых, тот, кто ест этот небесный хлеб, не будет никогда испытывать чувство голода.
На что иудеи говорят: замечательно, так подавай нам всегда такой хлеб. Народ снова имеет в виду материальный хлеб, материальное благо. А Иисус говорит, что человек должен алкать и жаждать духовного хлеба. Но что же этот хлеб из себя представляет? И здесь Иисус Христос произносит знаменательное утверждение. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 и 36 стихи. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Не веруете. Вот самое главное препятствие к получению обильных Божьих благословений. И какова же реакция людей на это? Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И вот далее Иисус Христос, как может показаться, говорит вообще непонятные иудеям утверждения. Читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 51 стиха. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Кажется, что Иисус говорит вещи, совершенно неприемлемые для правоверных иудеев. Как может человек есть плоть или пить кровь? Это же ужасно. Об этом даже страшно слушать. И когда некоторые ученики в негодовании отходят, Иисус не делает совершенно никакой попытки остановить их. Он не пытается их вернуть, объяснить им, что они неверно его поняли. Но вся проблема в том, что образный язык они понимали очень даже хорошо. Он им был понятнее, чем даже современным людям. Даже язычники, которые приносят жертву идолам, ели мясо приносимой жертвы и понимали, что этой пищей они приобщаются к духу идола и становятся как бы заодно с ним. Тем более понимали это иудеи. Апостол Павел пишет, первое послание Коринфянам, 10 глава, 14 стиха: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, кто едят жертвы, не участники ли жертвенника? Человек есть то, что он ест». Превозгласив это, немецкий философ-материалист Фейербах был убежден, что этим утверждением он положил конец всем идеалистическим, религиозным рассуждениям о природе человека. Но на самом деле, однако, он, сам того не подозревая, выразил самую, что ни на есть, библейскую идею приобщению человека к приносимой им жертве. Потому что задолго до Фейербаха такое же определение человека было дано в Библии. В библейском рассказе о сотворении мира человек представлен прежде всего как существо алчущее, а весь мир – как его пища. Недавно в новостях я прочитал об одном случае, который произошел в Витебской области Белоруссии. Один молодой человек пришел вечером в свой дом. Он был в нетрезвом состоянии. Жены не было, были сумерки. Решил выпить чашечку кофе.
Закипятил чайник, положил в чашку сахар, кофе. Напиток показался ему необычным, невкусным, и он пошел спать. Утром, к своему ужасу, он обнаружил, что вся его кожа посинела. Все слизистые оболочки тоже были ярко-синего цвета. Он вызвал скорую помощь. Когда в больницу пришла жена, она объяснила, что заправляла картридж в арттехнике. И так как вся краска в картридж не поместилась, она ничего лучшего не придумала, как высыпать остатки синей краски в банку из-под кофе. Чем муж и воспользовался. Каждая клеточка организма получила свою долю краски. Сильной интоксикации организма не было, но краска с кожи стала сходить постепенно только через 2 недели. Что значит для нас участие в вечере Господней? Небольшой ломтик хлеба и глоток вина. Это не просто символ. Это приобщение к телу и крови Господней. Дух Господень наполняет нашу сущность. Это стремление соединения с Господом очень хорошо выразил Давид в 62-м псалме. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». После согрешения Адама состояние каждого человека таково, что он не способен своими силами или посредством добрых дел обратиться или подготовить себя к вере в Бога. Это свидетельство справедливо. Бог сам выходит навстречу человеку и дает ему заповедь. Второзаконие, 30 глава, с 12 стиха. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы ее нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Но если она понятна, доступна и близка, тогда почему же человек оказался не способен исполнить ее? Давайте посмотрим, чем именно вызвана эта неспособность. В какой части нашей природы кроется проблема? Далеко не все, даже верующие люди, дают правильный ответ на этот вопрос. Необходимо осознать, что корень проблемы кроется в воле человека. Это неспособность не физическая, а моральная. Человек не приходит к Богу не потому, что у него нет сил и способностей, а потому, что у него нет ни малейшего желания сделать это. Ошибочно думать, что он пришел бы, если бы смог. Скорее, он смог бы, если бы захотел. Испорченная грехопадением воля порождает отсутствие желания. И это является истинной причиной неверия. В этом наша беда. Человек попадает под проклятие. Послание Галатам, 3 глава, 10 стих. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Екклесиаст, 7 глава. «Нет человека праведного на земле, который бы делал бы добро и не грешил бы». Итак, что же получается? Полная безнадежность. Выходит, что даже за один совершенный грех человек попадает под проклятие. И в то же время нет ни одного человека, который бы не грешил. Это же тупик. Но слава Богу, что нет. Бог дает надежду. Послание Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть Христос своей жертвой искупил, освободил нас от клятвы закона. Если мы, сознавая свою греховность, просим у Него прощения, принимаем Его заместительную жертву, все наши грехи прощены. Мир с Богом восстановлен. Замечательно. Но что же дальше? Возможно ли нам дальше жить в этом полном искушением мире безгрешной жизнью? Как нам снова не попасть в греховную зависимость?
нам может показаться, что планку праведности для человека в Нагорной проповеди Иисус Христос поднял еще выше. Гораздо выше, чем была планка закона, но прямо на недосягаемую высоту. Слова Иисуса «А я говорю вам, не гневайся напрасно, не смотри на женщину с вожделением, не клянись, не разводись, не протився злому. За каждое праздное слово придется дать отчет. Прощайте несчетное количество раз, любите врагов, благотворите ненавидящим вас» и многое другое очень и очень трудное для исполнения. Да, для человека это действительно невозможно. Но не для Бога. Он предлагает человеку свою помощь, свою силу, свои ресурсы. А от человека к этому просто необходима новая воля и доверие Богу. Мы нуждаемся в том, чтобы Отец привлек нас. Несомненно, все это глубокая тайна. Истинами, подобными этой, Бог испытывает нашу веру и терпение. То, что для нас непонятно сейчас, откроется впоследствии. Доверяем ли мы Ему? Хватит ли нам терпения для того, чтобы дождаться последнего дня, когда будут даны ответы на все вопросы? Тем не менее, одно ясно уже сейчас. Каждый человек ответственен за свою душу. Его неспособность прийти ко Христу не снимает с него ответственности. Как истинно то, что человек не способен сам уверовать, так истинно и то, что сам человек несет ответственность за свое неверие. Тот, кто погибнет, погибнет только по своей вине. Его кровь будет на его голове. Христос мог бы спасти его, но человек не захотел этого сам. Он не поверил ему и не захотел прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Иисус говорит иудеям в Евангелии от Иоанна в 5 главе: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Со своей стороны, Бог дает человеку все необходимое для новой жизни. Он через пророка Иезекииля в Ветхом Завете дает чудесное обетование, 36 глава с 26 стиха. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И в Новом Завете Петр констатирует, как свершившийся факт, второе послание Петра, 1 глава, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Итак, подводя итог, мы признаем, что Бог со своей стороны сделал абсолютно все для каждого человека, чтобы спасти его от погибели. И Он обещает свою поддержку каждому человеку в его духовной борьбе. Он освящает нас Словом Своим, которое есть истина, и готов наполнить нашу сущность своим Духом истины. От нас же требуется желание и воля в предоставлении Богу возможности действовать в нашем сердце. И это должно быть не разовым действием, но нашей постоянной духовной пищей. Иисус говорит о себе. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 3-4 стих. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Это было Его сущностью. Если мы будем стремиться жить по этому принципу, Божий закон не будет для нас непосильным бременем. Исполнение Его заповедей станет для нас радостным и приятным. Жизнь по Божьим принципам будет приносить нам мир, внутреннее удовлетворение и славу нашему Господу. Очень важным аспектом духовного питания христианина является наше участие в вечере Господней. Только для возрожденного человека участие в заповеди хлебопреломления является истинной духовной пищей, которой питается наша сущность. Это трепетное общение с живым Христом, воспоминания о Его славных делах, глубокое их осмысление. Причастие приносит нам духовное укрепление. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Причастие укрепляет единство христиан друг с другом. Один хлеб, и мы многие
одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Жертва Христа объединяет нас в одну семью, и чем ближе мы ко Христу, как к центру нашего поклонения, тем ближе оказываемся друг к другу. Причастие – это свидетельство церкви, погибающему миру, о Христе распятом, о возможности каждому человеку через жертву Иисуса Христа обрести мир с Богом. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Слава нашему Господу, что когда в молитве мы с верой просим Его о насущном хлебе, Он берет проблему нашей продовольственной безопасности на себя. Слава Ему за духовный хлеб, дающий жизнь вечную. Хлеб насущный дай нам на сей день, слышен вопль городов, деревень, и Господь всемогущей рукой землю делает щедрой такой. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых, и не сходят дожди в облака. Бог для всех одинаково благ. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых, и не сходят дожди в облака. Бог для всех одинаково благ. С неба пало святое зерно, на земле умирало оно, проросло в многоцветье веков, принесло миллионы плодов. Это подвиг страдальца Христа, хлебом жизни для многих Он стал. И тот день, когда смерть Его чтут, преломлением хлеба зовут. Это подвиг страдальца Христа, хлебом жизни для многих Он стал. И тот день, когда смерть Его чтут, преломлением хлеба зовут. Могут ли всегда голодные люди быть счастливы? Каждый из нас скажет «нет». Христианин не согласится. «Блаженны нищие духом» написано в Нагорной проповеди. Другими словами, счастлив тот, кто постоянно нуждается в Боге. Тот, кому всегда не хватает Господа. Голодный. Об этом и говорил Иисус Христос. Этому учил. Евхаристия, причастие, вечеря Господня, хлебопреломление для церкви стало добрым напоминанием. Спаситель жизненно необходим. Отношения с Ним – счастье и жизнь. Разрыв с Ним – горе и смерть. Апостол Павел учил, Он недалеко от каждого из нас. Поэтому будем искать Христа каждый день, ведь Он – истинный хлеб жизни, сшедший с небес для нас. Благодарными стоит нам быть, Иисуса взаимно любить. Лучше нет на земле ничего, Иисуса Христа моего. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых, и не сходят дожди в облака. Бог для всех одинаково благ. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых, и не сходят дожди в облака. Бог для всех одинаково благ. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, а также звукооператор и одновременно наш гость Олег Крупко. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224 020, город Брест 20, Беларусь. До следующих встреч и Божьих вам благословений!
Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами. К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня наша программа посвящена одному короткому, но очень важному слову – свобода. Без свободы нет счастья. Так сказал в свое время декабрист Сергей Муравьев-Апостол. И эти слова очень точно выражают отношение большинства людей к свободе. За свободу люди согласны жертвовать многим, даже жизнью. Особенно привлекательна идея свободы в наши дни. И если верить заявлениям политиков, в этой области человечество достигло невиданного прогресса. В настоящее время в мире уже нет колониальных владений. Права и свободы человека закреплены конституциями и Декларацией прав человека. Без употребления слова «свобода» не обходится ни одна предвыборная программа. Большими буквами выносится оно на первые страницы газет. Но действительно ли третье тысячелетие можно назвать тысячелетием свободы? С другой стороны, частое употребление слова «свобода» настораживает. И не только потому, что оно обесценивается от употребления всуе. И не говорит ли столь частое повторение этого слова о дефиците свободы? Один человек сказал, что те, кто имеют свободу, ею пользуются, а те, кто не имеет, говорят о ней. К сожалению, жизнь предоставляет слишком много доказательств обоснованности этих опасений. Очень часто предлагаемая свобода оказывается просто ширмой для прикрытия рабства. И люди больше говорят о свободе как о желаемом, а не как о реальном достоянии. Время от времени в средства массовой информации просачиваются факты о порабощении людей. Причем не только в странах Африки, Юго-Восточной Азии, но даже на территории соседних стран. В глухих, заброшенных местах, за высокими заборами, в подвалах устраиваются фермы и небольшие предприятия, на которых работают рабы. Кроме того, в наши дни процветают и скрытые формы закапаления людей. Например, деньгами, взятыми в долг под проценты, моральным и психическим воздействием, страхом и другими подобными вещами. Широко распространено сексуальное рабство. И все же самое распространенное и самое опасное рабство – это внутреннее, духовное. В этом случае господином человека становится не другой человек, а пагубные привычки, пороки или же просто какие-либо вещи и предметы. Алкоголизм, наркомания, курение – это только вершина айсберга. Духовное рабство поразило людей гораздо глубже и серьезней. Может быть, духовное рабство является и твоей проблемой, слушатель? Сегодня мы будем говорить о том, кто может освободить тебя. Как птицы в клетке жили мы, казался нам другим пейзаж. Велись на суету мы мира, греша не избирая своих фраз. Казалось, мы свободны были, но свобода — это как мираж. Ища земной житейской воли, забывали о финале враз. Нас Господь
служить любовью людям всем. Где Дух Господень, там свобода от греха, забот, проблем. Нас Господь призвал к свободе, служить любовью людям всем. Где Дух Господень, там свобода от греха, забот, проблем. Как много в жизни радости, совсем бездумно и пустой. Сегодня счастлив и успешен ты, завтра же разбит самим собой. Высока цена мирской свободы, исчезающей как пар. Тебе Иисус предлагает даром, что никто за золото не даст. Нас Господь призвал к свободе, служить любовью людям всем. Где Дух Господень, там свобода от греха, забот, проблем. Нас Господь призвал к свободе, служить любовью людям всем. Где Дух Господень, там свобода от греха, забот, проблем. Сколько существует рабства, столько и ведется борьба с ним. В сущность человека вложено стремление к свободе. Это относится не только к порабощению человека человеком. С давних пор люди искали и ищут освобождение от духовного рабства. В современной психологии это явление называют зависимостью. Мы прочитаем разговор Христа с иудеями, в котором была затронута эта проблема. Откроем 8 главу Евангелия от Иоанна и начнем читать с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь: сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Похоже, слова Христа задели собеседников за живое. Хотя Иудея была завоевана римлянами, тем не менее иудеи отказывались признать себя рабами императора. Нужно сказать, что Иудея считалась одной из самых неспокойных и мятежных провинций, и поэтому ею управлял римский наместник. Поэтому иудеи возразили Христу: «Мы не рабы и никогда ими не были. Как же ты говоришь: сделайтесь свободными?» Думаю, что если бы сегодня Господь обратился с подобными словами к нашим современникам, реакция была бы аналогичной. Мы свободные люди. О какой свободе ты говоришь? И я ничуть не сомневаюсь, что Иисус ответил бы точно так, как некогда евреям. Действительно? Послушайте, всякий, делающий грех, есть раб греха. И этот ответ попал бы в цель, прямо в десятку, заставив людей опустить головы. Всякий, делающий грех, есть раб греха. К сожалению, люди, права которых закреплены Конституцией, законами, гарантированы международными соглашениями, далеки от настоящей свободы. Согласен, что только небольшой процент населения находится в тюрьмах и других местах ограничения свободы. Но это не означает, что остальные находятся на свободе. Я не о политике. Внутренние цепи страшнее и крепче.
И если приговоренный к тюремному сроку имеет надежду выйти на волю, то какую надежду имеет раб греха? Сегодня знакомиться с криминальными сводками может человек с достаточно крепкими нервами. Страшные убийства, надругательства, обман, коррупция. Преступления совершаются не только рецидивистами, но иногда внешне благополучными, по общему мнению, порядочными людьми. Больше всего преступлений совершается на бытовой почве, то есть в семьях. Почему? Этот вопрос задают журналисты, следственные органы, психологи. Ответ прост. Всякий, делающий грех, есть раб греха. И это наиболее страшная зависимость в мире, потому что грех ставит человека в прямое подчинение отцу всякого зла и неправды – дьяволу. Один убийца исповедовался в своем письме, что когда он с ножом в руке бежал за обидчиком, вся внутренность протестовала, какой-то голос твердил «Остановись!». Но какая-то другая, злая сила толкала его вперед, делая быстрым, жестоким, неумолимым. Потом пришло раскаяние, но было уже поздно. Сатана коварно подвел человека к роковой ссоре, алкоголем ослабил его волю, и он совершил то, чему внутренне противился и что теперь с ужасом вспоминает. Я знаю, что грех нравится не всем его подчиненным, никому зло не принесло удовлетворения, и те, кто его часто совершают, чаще всего являются самыми большими жертвами греха. Сатана мучит их, требуя все нового и нового зла, а они не в силах избавиться из страшного плена и делают то, что диктует им хозяин, чтобы хоть чуть-чуть облегчить страдания своей души. Чтобы заманить человека в плен греха, сатана использует самые различные уловки и приманки. «Отведи душу», он так шепчет очередной жертве на ухо и предлагает бутылку, наркотик или разврат. Да не бойся, ведь все так поступают. Человек пробует и отводит душу, отводит ее вдаль от счастья, свободы, чистоты. Поначалу грех обычно нравится, но, совершив его, человек осознает, что в воображении ему рисовалось все более привлекательным, а грех всегда низок, возбуждает только низменные чувства и ощущения, но вместе с тем грех подобен трясине, ступил и увяз. В некоторых государствах Средней Азии число наркоманов превышает 1% населения. Некоторые родители продают своих детей, лишь бы удовлетворить свою пагубную страсть. Один наркоман, освободившийся в христианской клинике от наркотической зависимости, стал отыскивать своего ребенка. Ему удалось забрать назад своего малыша. Но каким? У него были ампутированы руки и ноги, чтобы его вид более возбуждал жалость. Ему отрезали язык, чтобы он никому не рассказал о своих мучениях. Люди, купившие его за дозу наркотика, выставляли ежедневно на улицу просить милостыню, и это приносило им неплохой доход. Один 8-летний мальчик, впавший в буквальное рабство из-за наркотиков, плакал. «Я хотел бы вернуться домой, но этот коричневый сахар очень сладок». Почти каждое утро мне приходится видеть, как в ранний час к магазину нетвердой походкой тянутся помятые, небритые, опухшие личности, изрыгая из себя плевки и проклятия. Чуть позже можно видеть, как они жадно припадают к горлышку бутылки, передавая ее друг другу. Я точно знаю, что некоторые из них больны туберкулезом. За одной бутылкой следует другая, потом начинается выяснение отношений, а потом они валяются у обочины дороги или их волокут домой в бессознательном состоянии. Это отцы семейств, кормильцы семьи, защитники Отечества или же матери. И так каждый день. Страшное, пагубное рабство. Мы говорили о пороках, которые осуждаемы в обществе, но список грехов, которыми пленяет сатана людей, гораздо шире.
В нашем городе больше половины браков распадается. Почему? Поводы разные, а причина одна — грех. Грех делает детей сиротами при живых родителях. Грех заставляет матерей совершать убийство своих нерожденных детей. Особенно страшно положение в наших странах. В Беларуси на каждые 100 беременностей приходится 26 абортов, то есть четверть беременностей прерывается. Причем 92% из них по собственному желанию, без объяснения причины. Просто так. Один человек сказал, что самым опасным местом для жизни сегодня является утроба матери, потому что там человека могут убить без всякого наказания и осуждения. А самым безопасным местом — камера смертника, потому что там жизнь человека оберегают и охраняют. Грех разъедает души ржавчиной разврата. В России за первое полугодие 2023 года выявлено около 30 тысяч новых случаев заболеваний СПИДом, и за этот период 15 тысяч больных умерло. Общее число больных СПИДом составляет более 1 миллиона человек. Это официальные данные. Реальные, как правило, в 2-3 раза выше. Я прочитаю одно письмо. Прочел совершенно случайно вашу брошюру «Дороже всего», и вот поэтому пишу. Мне 20 лет всего. Я болен СПИДом уже 5 лет. Родители, когда узнали, выгнали меня из дома, и сейчас я живу в Киеве. Врачи обещают, что проживу еще 3-4 года. Всего-то и только. Мне очень хочется хоть чуть-чуть еще пожить, жить и работать для Бога. Но я не знаю, как это сделать. Кому вообще обратиться? СПИД — это ведь состояние души, только людям не объяснить этого. Болеет ведь душа, а не тело. Я не знаю, что мне делать, но я не хочу идти в ад. Помогите мне, пожалуйста, если вы сможете помочь. С надеждой, Дима. СПИД означает синдром приобретенного иммунодефицита. Это страшная, неизлечимая болезнь, разрушающая организм, поражающая иммунную систему человека, делающая его беззащитным перед любыми инфекциями и болезнями. Медики называют СПИД чумой 21 века. Так вот, грех — это СПИД души. Он поражает волю человека, делает его рабом грехов и пороков. И человеку нет избавления от этой страшной болезни. Посмотрите вокруг, посмотрите на себя и трезво оцените, сколько греха, сколько порочных мыслей и желаний, сколько злобы, обмана во взаимоотношениях человека с человеком. Можно ли говорить о свободе человека? Делающий грех есть раб греха. Многие люди пытались освободиться от своего ненавистного господина. Давали себе слово, что больше этого никогда не повторится. И что? Повторялось, и даже больше. Некоторые спешат на прием к целителям души и тела. Я беру эти слова в кавычки, обещающим освобождение от любой болезни, порчи и так далее. Но, как правило, им становится через некоторое время гораздо хуже. Христос сказал, что сатана сатану никогда не изгоняет. И после сеансов Кашпировского и других целителей нужно было строить новые психбольницы. Но выход и освобождение есть. Христос сказал просто и ясно: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Первый шаг к освобождению – это осознание своего состояния. Именно с этого Иисус посоветовал начинать иудеям. Они возмутились в ответ: «Мы не рабы». Многие люди сегодня, невзирая на тяжесть своего состояния, на ужасные гноящиеся раны греха на своем теле, также твердят: «А у меня все в порядке, вот захочу и брошу пить, курить, воровать или блудить». Они просто обманывают других и, может быть, себя. Хотя, безусловно, бывают минуты прозрения, когда человек ясно понимает гибельность своего состояния. До сих пор мы говорили об этой проблеме в третьем лице. То есть кто-то грешен, кто-то находится в плену у сатаны. Но как обстоят дела у тебя, дорогой друг? Не спеши говорить: «У меня все в порядке» или «Кому какое дело?».
Сегодня сам Бог обращается к твоей измученной душе. Обращается не с осуждением, а с любовью и сожалением. Он говорит: может быть, хватит тебе страдать. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как плохо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. Так написано в книге пророка Иеремии. Далее Иисус говорит о том, что даст тебе исцеление. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. То есть по-настоящему будете свободны. Только Иисус может освободить тебя от власти греха. Нет другого имени под небом, данного людям, которым можно было бы спастись. Здесь употреблено имя Господа Иисуса Сын. Ты должен знать, что Бог так возлюбил мир, в том числе и тебя, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос – это не просто какой-то гений или, как сегодня некоторые кощунствуют, экстрасенс. Иисус – это Божий Сын, которого Бог Отец послал в мир, чтобы Он спас тебя от рабства и от расплаты за грехи. Спасает человека не ритуал, обряд или что-либо другое. Спасает Иисус Христос, к которому ты ясно и просто можешь обратиться с просьбой о спасении. Библия говорит: кто обращал свой взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Весьма примечательно, что люди чаще всего боятся не греха, а боятся покаяния. Следовало бы наоборот. Каяться людям стыдно, неудобно. Дьявол преследует сомнениями: а что скажут люди, что ты самый грешный? Но Слово Божье говорит: кто обращался к Богу, тот не останется в стыде. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иисус освобождает человека от власти греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Иисус освобождает человека от власти сатаны. Апостолу Павлу Господь сказал: «Я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов». Иисус освобождает от страха смерти, а как дети, то есть мы, люди, причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Иисус дает вечную, счастливую жизнь с Богом. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Дорогой друг, посмотри, что предлагает тебе Бог, и сравни это с тем, что ты имеешь сейчас. Внутренняя неудовлетворенность, бессилие перед грехом, угрызение совести и безрадостная перспектива вечности без Бога. Иисус Христос желает освободить тебя. Его Слово сегодня так же сильно, живо и действенно, как и тогда, когда было произнесено. Ответ за тобой. Если ты желаешь просить Бога о прощении, просить освобождения от рабства греха, склонись перед Богом в молитве покаяния, и Он непременно ответит тебе. Это очень важный момент в твоей жизни. Сейчас небо застыло в ожидании. Господь направил тебе свой призыв, свое приглашение. Сам Иисус сейчас протягивает свои пронзенные руки и говорит: «Дитя мое, приди ко мне, и я дам покой твоей душе, я излечу раны твоего сердца». С другой стороны, в твое сознание врывается грубый голос,
которые ты по ошибке привык считать своим. Сатана сейчас тянет за все веревки и цепи, какие успел навязать в твоей жизни, лишь бы удержать тебя от покаяния. Идет борьба за твою душу. Промедление, остановка, завтра – это победа дьявола. Ответь же на тихий и нежный призыв Спасителя. Я свободным стал, и я тебе молюсь. Я свободным стал, Спаситель мой Иисус. От греха и зла избавлен я тобой. Жизнь в тебе моя, теперь я твой. Я свободным стал, и я тебе молюсь. Я свободным стал, Спаситель мой Иисус. От греха и зла избавлен я тобой. Жизнь в тебе моя, теперь я твой. Я свободным стал, и я тебе молюсь. Я свободным стал, Спаситель мой Иисус. От греха и зла избавлен я тобой. Жизнь в тебе моя, теперь я твой. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа 15 минут в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm. И в Ютубе на канале «Трансмировое радио Беларусь». Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес rmtwr.by, значок @gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Дорогие друзья, я рад новой встрече с вами. Мы продолжаем изучать послание апостола Павла к римлянам, и словом на сегодня будет «служение» или «служение в церкви». Это слово часто встречается в послании, как и в жизни всех верующих. Прочитаем 12 главу послания, стихи с 3 по 8. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, то есть церковь, а порость один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Павел напоминает, что мы имеем ценность как члены одного тела, церкви. Хорошо, когда члены тела выполняют свою работу, делают то, к чему их предназначил Бог. Бывают и паразиты, которые живут за счет других, которые приходят, чтобы забирать, чтобы им служили. Но, к счастью, таких в наших церквах немного. Большинство служит Господу своими дарованиями. Это перевод греческого «харисмата». Харисмата – это то, что дает Бог по своей благодати. Эти дарования разные. Как замечает Иоанн Златоуст, не большие и меньшие, а именно различные. Но все они нужны для созидания церкви. Хорошо, если каждый знает свой дар и использует его. Чтобы проиллюстрировать важность этой мысли, расскажу такую притчу. Однажды животные решили, что должны сделать что-то значительное для решения проблем мира, и они организовали школу. Затем приняли план занятий, включавший бег, лазание, плавание и полеты. Чтобы облегчить контроль за расписанием, все животные должны были посещать все предметы. Утка превосходно плавала, фактически даже лучше, чем ее учитель, но имела лишь средние успехи в полете и совсем плохо бегала. Поскольку она медленно бегала, то вынуждена была оставить плавание и после школы практиковаться в беге. Из-за этого очень пострадали лапки утки, и она стала посредственно плавать. Но средний уровень успехов был вполне приемлем. Поэтому никто не был обеспокоен этим, за исключением самой утки. Кролик сперва был лучшим в классе по бегу. Но у него развилось нервное подергивание в мышцах ног из-за переутомления при занятиях плаванием. Белка превосходно лазала, но постоянно испытывала трудности во время обучения полету, поскольку ее учитель заставлял начинать полет с земли, вместо того, чтобы лететь с верхушки дерева вниз. От перенапряжения у нее случились судороги, и поэтому она получила лишь 3 по лазанию и 2 за бег. Орел был трудным ребенком, его строго наказывали за непослушание. На уроке лазания он быстрее всех добирался до верхушки дерева, но настаивал на своем собственном способе выполнения этого упражнения. Но приходилось перестраиваться. Все-таки хорошо, когда каждый занимается своим делом. Какие дарования мы можем реализовать в церквах? Список в данном послании отличается от списка даров в послании к Коринфянам. Здесь нет языков, исцелений, чудес. Дары приобретают более практическую направленность. Мы видим и руководство, и простое служение, и жертвенность. Павел называет своим читателям 7 даров и делит их на дары речи,
пророчество, научение, ободрение и дары служения. Служение, даяние, руководство и благотворительность. Кстати, апостол Петр делает подобное же разграничение. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Вкратце пройдем по дарам. Может, применим их к себе. Первый – пророчество. В Новом Завете были и пророки-предсказатели. Агав, который предвозвестил великий голод, а позже – арест и заключение Павла в темницу. Сегодня таких не встретишь. По крайней мере, я не встречал никого, кто бы конкретно и точно предвозвестил важные мировые события последнего времени. Но пророчество обычно относится к изложению Божьего Слова, а не предсказанию только будущего. Может, в отличие от учения, вдохновенному провозглашению Божьей воли. Это было важно в то время, когда еще не был написан весь Новый Завет. Пророки понимали Писание и могли истолковать его. В послании к Коринфянам Павел поясняет, что они должны говорить людям в назидание, увещание и утешение. То есть, по сути, они делали то, что делают наши проповедники. Чтобы пророки не слишком увлекались, апостол напоминает, что пророчествовать нужно по мере веры. В другом переводе – в согласии с данной ему верой. Или «пророчествуй, как диктует вера». Можно сказать, что пророчество нужно оценивать, как и проповеди, с правилом веры, доктриной, в согласии с верой, вероучением. Вдохновение не подавляет сознание, духи пророческие послушны пророкам. Но не все пророки. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Греческое слово «диакония» здесь используется. Это может быть любая практическая помощь, которая служит устроению церкви. Забота о больных и бедных, ремонт, помощь в уборке и приготовлении еды, да вообще всякое доброе дело. Еще есть учение, особый дар обучению истинам христианской веры. Этот дар есть или должен быть у преподавателей воскресной школы, у проповедников, преподавателей семинарии. В отличие от пророчества, учение предполагает систематическое изложение христианской веры. В этом плане оно имеет преимущество перед пророчеством, которое зависит от вдохновения. Кто следующий? Увещеватель. Увещевание – это уговоры, призывы, мольба. Различие между учением и увещеванием заключается в том, что учение направлено на тех, кто не знает, в то время как увещевание применяется к уже знающим. Увещевать, наставлять, показывая при этом личный пример, может всякий верующий. Поэтому автор послания к евреям убеждает верующих: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». У некоторых людей увещевать получается лучше. Они имеют особую способность убедить человека отвратиться от греха или злой привычки, умеют наставить, ободрить. Так апостол Павел с Варнавою, проповедуя Евангелие городу и приобретя довольно учеников, обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбами надлежит нам войти в Царство Божие. Апостол и проповедников призывает обличать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием. Но мы опять переходим к практике. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Раздавать значит делиться благами. Вы любите это делать? Хорошо, когда в церкви раздавателей больше, чем получателей. Но раздавать тоже надо уметь. Раздавать в простоте значит раздавать искренне, прямодушно. Раздавать в простоте значит делиться благами без скрытого намерения получить обратно еще больше, без ожидания каких-то благ. После раздавателей следует начальник. Это человек, имеющий дар администратора, организатора. В церкви такой дар нужен директору воскресной школы, руководителю молодежи, ответственному за строительство или организацию конференции, пастору, конечно. Требование к начальнику простое – с усердием. Приходи на работу раньше всех, а уходи последним.
И, наконец, Павел упоминает благотворителя. Это тот, кто проявляет милосердие к страждущим, кто может помочь, поддержать, посетить в больнице, помочь бедным, уделить кому-то материальные ценности и внимание. Делать это нужно не выпячивая себя, а в простоте, от чистого сердца, чтобы те, кто получает помощь, не почувствовали себя как-то неловко. Благотворительность – одна из основ христианской жизни. Верующие не могут не заниматься благотворительностью. В советское время их обвиняли за это, запрещали благотворить, собирать деньги на помощь другим. Но, как объяснял на суде в 1966 году Храпов, на любовь монополию не кладут. Мы не можем, видя брата нашего или сестру в нужде или болезни, не помочь им. Таким образом, мы видим, что служение выходит за пределы дома молитвы. Хорошо, если так происходит, если каждый занимается своим делом. Тогда церковь возрастает в меру действия каждого члена. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы представили себя в жертву Богу и служили Ему в церкви. Пред Тобою стою, Христос, не свожу благодарных глаз, ведь от жизни полной слез Ты меня своей смертью спас, избавив от многих бед. Ты помог мир в себе найти, научи меня видеть свет, к небесам с надеждой идти. Для Тебя дай мне жить, отзовись, прошу, научи любить, Боже мой. Дай свой свет, без Твоей любви в сердце мира нет. Среди тысячи дорог дай мне путь Твой отыскать, чтоб в огне своих тревог о Тебе не забывать, чтоб с надеждою идти и не помнить про свой страх. Ты меня вперед веди и храни в своих руках. Для Тебя дай мне жить, отзовись, прошу, научи любить, Боже мой. Дай свой свет, без Твоей любви в сердце мира нет. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224-020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог. Перед милостью Твоей я склоняюсь, Боже мой. В веренице шумных дней щедро даришь Ты покой. Ты привел меня в новый мир, и молю Тебя я вновь. Помоги быть в руках Твоих и свою сохранить любовь. Для Тебя дай мне жить, отзовись, прошу, научи любить, Боже мой. Дай свой свет, без Твоей любви в сердце мира нет.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Прошла неделя после последнего выхода в эфир программы «Суламита», и вот мы дождались нашей очередной встречи. Я, ведущая Елена Делюк, рада приветствовать вас, дорогие слушатели. Оставайтесь с нами, будем вместе рассуждать над не совсем понятными отрывками из Писания. Наверное, все мы в нашей жизни постоянно чего-то ждем. Радуемся в предвкушении приятных событий, с огорчением ожидаем не самых желанных. Когда зима уже на исходе, мы, устав от холода, сырости, пасмурных дней, ожидаем прихода весны с ласковым солнышком и теплом. Хочется тепла и в душе, понимания и уюта в семье. Поэтому и радуемся мы, когда становимся свидетелями создания новой молодой семьи. А девушки, отправляя в замужество счастливых подруг, ожидают, что и за ними вскоре приедет прекрасный принц. Бывает, что это ожидание затягивается, причем на долгие-долгие годы. И девушки огорчаются. Неужели принцы перевелись? А может, не стоит огорчаться? Может быть, вы, наоборот, бы порадовались, узнав, как сложилась, или, скорее лучше сказать, не сложилась семейная жизнь тех, чьи глаза, кажется, еще совсем недавно светились счастьем. Именно такие мысли ко мне пришли, когда я прочитала статью Виктора Абрамчука «Кольцо и сердце». Вот уж он точно подметил. Что именно? А вот предлагаю вам послушать, потому что это сложно пересказать. «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены». Я намеренно не закончил эту цитату, надеюсь услышать дружеское мужское «Аминь», начинает свой рассказ Виктор Абрамчук. Хочется добавить еще несколько мест. Жена да боится своего мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. Эти местописания всем понятны, а нам, мужьям, и очень приятны. А нашим женам также понятны и также приятны. Может, все-таки стоит попытаться разобраться, о чем идет здесь речь. Чтобы понять, что автор имел в виду, недостаточно прочесть несколько строчек. Но даже перечитав все послания апостола Павла, мы не всегда приходим к единому мнению по этому вопросу. Итак, вначале Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. И насадил он сад Эдемский и поселил там человека. Потом напутствовал, где и как поступать, чем и когда заниматься. И на этом все? Нет, не все. В прохладе дня приходил он в гости к Адаму и Еве. И приходил к ним не как властелин к своим подданным, а как друзьям, чтобы провести вместе время. Бог сотворил человека со свободной волей, так как нормальное общение может быть только между равными. Это аксиома. Интересно получается.
всесильный, всемогущий Творец настолько возвысил свое творение и приблизил к себе, что человек в его присутствии чувствовал себя очень уютно и совсем не боялся. Тот же Творец спустя тысячелетия вдохновляет апостола Павла написать: «Жена да боится своего мужа». Уж ему-то точно известно, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. И если боящийся несовершенен в любви, так почему некоторым мужьям повеление «жена да боится мужа своего» бальзам на сердце? Знаю жен, которые вскакивают с дивана и в спешке хватаются за какое-нибудь дело, увидев в окно мужа, возвращающегося домой. Такое поведение моей жены меня бы больно ранило. Я стал бы думать, что я сделал не так, чем обидел, почему она меня так боится, не доверяет, не любит так, как прежде. Совершенная любовь изгоняет страх. Но человек с больным сердцем, в смысле гордым, надменным, тщеславным, не способен не только на совершенную любовь, но даже на самую маленькую-маленькую, размером с горчичное зерно. Ему нужен только бальзам на раны. «Ты меня не уважаешь, ты всю жизнь меня унижаешь, не оказываешь никакого почтения мужу», мечет громы и молнии такой горе-глава семьи. В этом правиле, как и в любом другом, есть исключение. Если тебе, дорогой друг, досталась безрассудная, лукавая и коварная женщина в жены, тогда лучше, только не принимая это буквально, повесить мельничный жернов на шею и в пучину, так как о совершенной любви с ней можешь и не мечтать. Вспоминается один случай. Так уж получилось, что пришлось мне несколько дней пожить в доме молодой семьи, которой раньше не знал. Как-то вечером, перед тем, как ехать на служение, жена позвала нас ужинать. Мы с ее мужем уселись чинно за стол и стали трапезничать. Жена, держа на одной руке малыша, другой подносила нам кушанье, одновременно пытаясь успокоить хныкающего ребенка. Она предлагала ему то кусочек колбаски, то сыра, то булочку, а он все плачет и плачет. Жена нервничала, но не подавала виду, что и самой есть хочется. К тому же надо было торопиться. Конечно, со своим уставом в чужой монастырь не ходит, но в нашей семье иной порядок. Если жена накрывает на стол, то ребенка я беру на руки и едим мы вместе. Ребенок, до этого капризничавший, заразившись аппетитом, начинает есть и старается не отстать от папы. Но если он хочет сидеть у мамы на руках, в этом случае еду на стол подаю я. Конечно, я пытался осторожно намекнуть молодому папаше, как надо поступать в такой ситуации, но он намеренно не обращал на это внимания. Я в неловком молчании продолжал ужинать. Муж, находясь в приподнятом настроении, невозмутимо восседая на своем стуле, как на троне, отдавал приказания жене. «Дорогая, дай мне ножик, принеси ложечку, принеси гостю варенье». А я, будучи небольшим любителем варенья, отказался. «Спасибо, не надо», тем более что на столе стояло блюдечко с вареньем. Но глава настаивал. «Дорогая, принеси гостю варенье». Жена, качая на руках ребенка, ответила: «Так вот же, на столе варенье». «Это малиновое, а ты принеси черничное». Со стыда я готов был провалиться сквозь землю. В конце концов, жена пошла за вареньем, но не нашла черничного. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы мы не поторопились допить свой чай. Муж в этот вечер хотел, видимо, показать мне, что он глава,
и жена, как полагается, во всем покорна ему. А что же увидел я? Конечно же, не очень мудрого главу семьи и чрезвычайно терпеливую жену, которая из последних сил тащит своего капризного господина по жизни, пытаясь создать ему уют и комфорт. Ну как, дорогие девушки, хотели бы вы такого отношения к себе со стороны мужа? Не удивлюсь, если скажете, что через неделю сбежали бы. Поэтому радуйтесь, если вы пока не замужем, и молитесь, чтобы в вашей семье у вашего мужа было правильное, неизвращенное понимание роли главы семьи. И доверяйте Богу, может, Он на самом деле хочет оградить вас от разочарования и ненужных проблем. Продолжим эту тему в следующий раз, потому что в этой программе даже не поместилось все то, о чем рассказал в своей беседе Виктор Абрамчук. Программа подготовлена по материалам женского христианского журнала «Надежда для себя». Ее продолжение вы услышите в следующий раз, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. А пока будем ждать от вас писем. Пишите нам по адресу: программа «Суламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Вы можете слушать наши программы и в интернете на сайте twr.fm, а также на Ютубе на сайте TWR Беларусь. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам Божьих благословений. Верно Бога любить.
Вы слухаеце трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Рашучыя крокі». Сябры, ці ведаеце вы свае слабасці? Напэўна, мы людзі, усе за партай, са спісам недахопаў у руках і сэрцы. Больш таго, у кожнага з нас ёсць расколіны ў сцяне. У нашай царкве ёсць два чалавека. Адзін, калі прыходзіць пакушэнне, у памяці трымае загадзя падрыхтаваныя біблійныя тэксты, спрабуе грахоўнае зло адбіць святым пісаннем. Другі ідзе і мые твар халоднай вадой, каб пераключыцца. Ці ведаеце вы тое, што трэба кардынальна змяніць у вашым жыцці сёння? Раздзелы Паўла з паслання да рымлянаў 12 і 13 заклік да рашучых крокаў. Наш тэкст – кропка ў важнай і практычнай частцы паслання. І гэтак рабіце, ведаючы, час, што ўжо гадзіна абудзіцца нам са сну, бо цяпер бліжэй да нас збаўлення, чым калі мы паверылі. Ноч зыходзіць, а дзень наблізіўся, дык адкінем справы цемры і апранемся ў зброю святла. Як удзень будзем хадзіць прыстойна, не ў гулянках і п'янстве, не ў юрлівасці і бессаромнасці, не ў сварцы і зайздрасці, але апраніцеся ў Господа Ісуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажаданнях. Як зразумела растлумачыць сэнс гэтых вершаў? Паспрабуем зрабіць гэта на простым прыкладзе. Уявіце сабе, што апостал Павел трымае ў руках таблічкі з рознымі папярэджаннямі. Такім чынам, першая таблічка «Увага! Унікальны час». Мы жывем у такі час, калі, здаецца, увесь свет змяшчаецца ў кішэні. Мабільны тэлефон ператвараецца ў сродак збору інфармацыі і камунікацыі. Ён быццам твой разумны спадарожнік. Нядаўна наша дочка атрымала новы тэлефон наўзамен старога. Яна дала мне зрабіць фотаздымак, і я заўважыў, што ў прылады ёсць кнопка «Штучны інтэлект». Калі ўключыць опцыю, то малюначак дафарбоўваецца, рэзкасць дадаецца, атрымліваюцца неверагодныя здымкі. Тэхналогіі рухаюцца наперад. Ці пра гэта кажа апостол? Зусім не. З прыходам Месіі пачаўся новы этап гісторыі. Раней не было такога нараджэння, такога жыцця, такой смерці, такога ўваскрасення. Ён крыніца і рухавік зменаў. Дзякуючы яму я ўпершыню усвядоміў каштоўнасць малітвы, па-новаму адкрыў для сябе старонкі Бібліі, натхніўся біблійнымі гісторыямі і лепш зразумеў сябе. Сёння, тут і цяпер унікальны час. Адкуль я ведаю? Ад апостала. Для пазначэння часу ў грэцкай мове ёсць два словы. Хронос, назва кажа сама за сябе. Храналогія, лічбы на гадзінніках, паўзунок на календары. Але Павел выкарыстоўвае другое слово – кайрос, якасць, магчымасць, падыходны час. З чаго пачынаецца наша раніца? Тэлефануе будзільнік. Павел трымае таблічку «Сябры, унікальнасць часу». Гэтак рабіце, ведаючы час, што ўжо гадзіна абудзіцца вам са сну. Мінулага ўжо няма, будучыні яшчэ няма. Сучаснасць – гэта тое, што нам падаравана. Як мы ёй карыстаемся? Другая таблічка – увага, важныя вобразы. Апостал выкарыстоўвае галоўныя словы і важныя біблійныя вобразы. Калі уважліва прачытаем вершы, то заўважым іх. Ноч, цемра, сон – гэта пра лукавы век. Дзень, святло, няспанне – пра Божае царства. 13 верш.
як удзень будзем хадзіць прыстойна, не ў гулянках і п'янстве, не ў юрлівасці і бессаромнасці, не ў сварцы і зайздрасці. Павел настойвае: адкінем справы цемры. У спісе апостала 6 грахоў. Гулянкі – тое, што прычыняе незручнасць іншым. П'янства для грэцкага грамадства ганебная справа і загана, тым больш для хрысціянства. Юр – чалавек, які не шануе вернасць. Яму заўсёды і ўсюды трэба задаволіць сваю юрлівасць. Бессаромнасць – пра чалавека, які публічна адважваецца рабіць тое, што лічыцца непрыстойным. Сварка – дух суперніцтва і імкненне быць першым ва ўсім, але нянавісць да тых, хто можа абысці яго. Зайздрасць – дух незадаволенасці. Чалавек дбайна сачыць за выгодай, дадзеным іншаму, а не яму. Апостол разумее, што кропля нараджае мора. Маленькі грэх можа ператварыцца ў вялікую бяду. Павел просіць: апраніцеся ў зброі святла. Трэцяя таблічка. Увага! Самае галоўнае. Мы чытаем: апраніцеся ў Господа Ісуса Хрыста. У пасланні да Ефесянаў Павел кажа пра ўсю зброю Божую. Магчыма, рымскія воіны натхнілі яго стварыць духоўныя вобразы. Тут, у пасланні да рымлянаў, ён выкарыстоўвае выраз «зброя святла». Пра што наогул размова? Усё, што злучана са святлом, злучана з Богам. Твар Майсея свяціўся, калі ён размаўляў з Господам. Твар і адзежа Ісуса змяніліся на гары ператварэння. Нічога дзіўнага, бо сам Христос сказаў: «Я святло свету». Пра яго напісана ў Евангелі: «А пачуўшы, што Ян у вязніцы, Ісус адышоў у Галілею, і, пакінуўшы Назарэт, прыйшоў і асеў у Капернауме прыморскім, у межах Завулёна і Нафталі, каб споўнілася сказанае праз прарока Ісаю, які кажа: «Зямля Завулёна і зямля Нафталі, на дарозе прыморскай за Ярданам, Галілея паганская». Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае, і тым, што сядзелі ў краіне і ценю смерці, святло зазяла. Святло – Христос. Апрануцца ў зброі святла – гэта апрануцца ў Хрыста. Розныя выразы, тыя ж самыя падзеі. Размова не пра апраўданне, а пра працэс асвячэння. Наша задача – забіць Божы маршрут у свой навігатар, дазволіць яму стаць нашым правадыром, прыняць яго склад думак, напісана ў пасланні да філіпійцаў: «Бо няхай тое ў вас думаецца, што і ў Хрысце Ісусе». Дазволіць яму быць прыкладам, напісана ў пасланні да Ефесянаў 5:1: «Дык будзьце пераймальнікамі Бога, як дзеці ўлюбёныя». Адзін ангельскі паэт пісаў: «Біблія – Божая кніга, натхнёная Господам, а таму яна шукае мяне». З якімі словамі яна звяртаецца асабіста да мяне і ў якім стане мяне знаходзіць. Як удзень будзем хадзіць прыстойна, не ў гулянках і п'янстве, не ў юрлівасці і бессаромнасці, не ў сварцы і зайздрасці, але апраніцеся ў Господа Ісуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажаданнях. Урывак, які мы прачыталі, паўплываў на Аўгусціна Блажэннага. Ён пісаў пра гэта ў сваёй споведзі. Ён быў разумным, але пакутваў ад сваёй грэшнасці і бездапаможнасці. Словы з паслання да рымлянаў усё перавярнулі ў ім. Ён зразумеў, што мае патрэбу ў галоўным, у Хрысце і ў пераменах ад яго. Сябры, нам усім патрэбныя рашучыя крокі. Што прапануе Павел? Першае. Паглядзець на гадзіннік. Сёння, тут, цяпер унікальны час для сапраўдных пераменаў. Другое. Зрабіць рэвізію гардэроба. Старыя адзенні, грахоўныя, выкінуць, новыя, духоўныя, апрануць. Трэцяе. Усвядоміць. Самы галоўны – ён. Галоўнае ўсё, што злучана з ім.
прикосновение твоих добрых рук. Я ощущаю, мой Отец и друг, движение мысли моей и мечты, мой каждый вздох и надежда, все знаешь ты. Ты в шторм судьбы надежная скала, где я найду прибежище от зла. Ты мой приют среди волнений и тревог, души спасенная песня, ты мой Бог. Я без тебя не проживу и дня, ты никогда не оставляй меня. Я без тебя, как без воды в степи сухой, ведь только ты источник жизни мой. А без тебя душа моя болит, в разбитом сердце песня не звучит. Нет без тебя надежды, жизни нет, в душе не засияет добрый свет. Не отпусти меня из своих сильных рук, жить без тебя страшнее всех разлук. Я знаю, вся будущность в тебе, тебе подвластно все в моей судьбе. А без тебя душа моя болит, в разбитом сердце песня не звучит. Нет без тебя надежды, жизни нет, в душе не засияет добрый свет. В тебе найду покой душе своей, и песня в сердце зазвучит сильней. В тебе моя надежда и мечты, и вечное блаженство — это ты. Найду покой душе своей, и песня в сердце зазвучит сильней. В тебе моя надежда и мечты, и вечное блаженство — это ты. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брыжцель. Як і заўсёды, чакаю вашых пісем і водгукаў. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224 020, горад Брэст 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm і ютубе TWR Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Михась, вітаю тебе. Вітаю, Змітер. Шалом, шалом, наши шановные слухачи и аматоры нашей программы. О чем сегодня будем говорить? А сегодня мы поговорим об одном из самых веселых праздников. Наш еврейский народ не так давно отмечал праздник Пурим. Согласно еврейскому календарю, этот праздник приходится на 14 число месяца Адар, а в Израиле он празднуется даже 2 дня – 14 и 15 числа месяца Адар. По григорианскому календарю, то есть по которому мы с вами тут живем, этот праздник обычно выпадает на конец февраля или начало марта. Мы уже когда-то говорили на эту тему достоверности этого праздника, можете переслушать, если хотите. Однако хотелось бы вернуться к истокам этого события и понять, чему мы можем научиться. Этот день отмечается с большим размахом. В еврейских общинах по всему миру люди наряжаются, устраивают парады и костюмированные вечеринки с большим-большим количеством угощений, сладостей и тому подобного. Кто-то усмотрел бы здесь еврейский Хэллоуин. Да, или Хэллоуин, это Пурим по-нееврейски. И да, действительно, смотря на некоторые традиции, можно усмотреть тут некое подобие двух праздников. Веселье, костюмы, сладости и так далее. Но и с колядками ведь тоже есть сходство. Но в любом случае искать закономерности и подобия – это ошибочный и абсурдный путь. Ну, как минимум потому, что Пурим был задолго до колядок или Хэллоуина. Точно. Однако обо всем по порядку. Представьте себе, 4 век до нашей эры. Великие царства восстают и падают, а на их место приходят другие. Одни цари убивают других. В это время наш еврейский народ находится под властью Персидской империи, Великого царства, простирающегося от Индии до Эфиопии. Северного царства Израиль уже не существует, а Иудея под властью Персидской империи. За некоторое время до этого царь Кир издал указ о возвращении евреев на родину и отстройку Иерусалимского храма. Однако часть евреев осталась жить в Персии. Это довольно интересный факт. Когда нам, евреям, была дарована свобода перемещения по империи, когда был дан указ возвращаться в землю обетования, некоторые решили остаться, а некоторые решили перебраться в места потеплее. Так и получилось, что престольный город Сузы, территории нынешнего Ирана, перебралось множество евреев и устроилось на весьма неплохие должности. Я хочу сказать, это одна из отличительных особенностей тех евреев, которые, к слову, встречаются сегодня, и не только среди евреев. И заключается в том, что евреи носили не еврейские имена, хотя, к их чести, стоит сказать, что часто у них было по 2 имени. Было ли это продолжением практики, которую мы встречаем еще задолго до описываемых нами событий, например, когда Навуходоносор переименовывал евреев в более благозвучные и понятные имена, возможно, чтобы стирать идентичность завоеванных народов, или то была сознательная или несознательная попытка ассимиляции, мы точно не знаем, можем только предполагать. Например, один из главных героев, Мордехай, носит довольно персидское имя – бог Мардух Живой или принадлежащий богу Мардуху. В свою же очередь, девушка, которую мы знаем по имени Эстер, в честь богини Иштар, носила также имя Гадаса. Вот тут нас и встречает история, описанная в книге Эстер. Мы знаем, что был такой царь персидский Ахашверош или Артаксеркс, и вот в свое время он решил устроить большой пир, на котором красовался перед своими подчиненными. И вот в один момент, когда он уже изрядно развеселился, а алкоголь разгорячил его, он решил показать всем свою красивейшую жен. Но та не захотела показываться, то есть ослушалась царя, а следовательно должна была быть наказана. Царь провел новый конкурс красоты, на котором молодая еврейская девушка по имени Гадаса становится царицей в доме царя Ахашверош. Когда события сложились так, что Эстер стала царицей,
Мордехай оставался ее наставником и советником. Он всячески ей помогал, говорил, что, как и где говорить. Он учил ее послушанию и терпению. И более того, по какой-то только ему известной причине, он говорит, чтобы Эстер пока не открывала при дворе свое происхождение. Кто бы мог подумать, что впоследствии этот факт сыграет чуть ли не решающую роль. Однако сам Мордехай действует иначе. Все вокруг знают, что он еврей, и что самое главное, что поклоняется он единому Богу. Все вокруг знают, что Мордехай – ревностный поклонник Всевышнего. Однажды он услышал о заговоре с целью убийства Артаксеркса. Он рассказал об этом Эстер и таким образом спас жизнь царю. Это событие было записано, но Мордехай не получил никакой благодарности. В то же самое время один из приближенных царя, человек по имени Аман, из-за ненависти к одному человеку решил уничтожить весь его народ. Мордехай не хотел раболепить перед Аманом. Для него все было довольно просто. Или ты веришь в Бога как единственного Бога и поклоняешься только Ему, или ты поклоняешься царским фаворитам и тем самым отказываешь Богу верности и Его единственности. Это был не каприз, это было не высказывание политических предпочтений, и это был не приступ героизма. Ему напоминали каждый день, но он оставался непреклонным. И он пояснил свою позицию. Ничего личного, я иудей, я не могу иначе. Но проблема этого его решения была в том, что она подвергла опасности весь еврейский народ, которому стал угрожать геноцид. Аман увидел эту прямую связь. Если этот народ верит в единого Бога, то они все бунтовщики. Они не будут кланяться нам, смертным. Вот уже и указ царский готов истреблять и разграбить мятежный народ. Тут можно было бы включить Занию, поддаться логике и здравому смыслу и изменить своим принципам. Это было величайшее искушение – поклониться Аману, чтобы спасти себя и свой народ. Но Мордехай знал, что народ, который поклоняется чужим богам и царским фаворитам, уже погиб. И он знал, что, поклоняясь Богу как единственному Богу, он вверяет себя и свой народ под Божью защиту. И это первый урок, который мы видим. Эта книга учит нас верности. Верности вопреки. Вопреки человеческой логике, вопреки всех обстоятельств, вопреки человеческого суждения, вопреки всему быть верным Богу. Вы слушали еврейскую программу «Ларееха». С вами были Михаил и Дмитрий. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, пишите их нам по адресу Трансмировое радио, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Или на электронную почту rmtwr.by@gmail.com. Ищите наши беседы на сайте twr.fm. Шалом. Лаитраот. До новых и волнующих встреч.
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра берасцейскі манетны двор. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Гістарычны кантэкст. У 1659 годзе Сойм Рэчы Паспалітай прымае рашэнне аб арганізацыі ў Берасці літоўскім манетнага двара, які павінен біць манету для Вялікага княства літоўскага і кароны польскай. То бок гэта агульнадзяржаўны манетны двор. Гэта мерапрыемства, то бок сам запуск манетнага двара, запуск працы, ён фактычна на 6 гадоў расцягнуўся і пачаўся толькі ў 1665 годзе. І тады ішла вайна. Нагадаю, што гэта была вайна маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай, якая адбывалася ў 1654-1667 годах. Таму вось арганізацыя берасцейскага манетнага двару прыпала на ваенныя гады. Хто быў ініцыятарам заснавання? Ініцыятарам быў італьянец, які ўжо доўгі час жыў у Рэчы Паспалітай, Тит Лівій Бараціні. Гэта чалавек вельмі такога, можна сказаць, вынаходліва-авантурнага складу характару. Ён быў матэматык, ён быў прадпрымальнік, ён любіў розныя такія вынаходкі, новыя ідэі, архітэктурай цікавіўся і займаўся нават прафесійнай архітэктурай. Ён нарадзіўся ў 1617 годзе, доўгі час жыў у Італіі, але пазней перасяліўся ў Рэч Паспалітую і атрымаў шляхецтва. Асабістае шляхецтва ад караля Уладзіслава IV. І вось якраз Тит Лівій Бараціні ў час фінансавага крызісу, а вайна прывяла да фінансавага крызісу. Напрыклад, агульны даход Рэчы Паспалітай за год ён складаў 12 мільёнаў злотых, а толькі ліцвінскаму войску доўг складаў 4 мільёны злотых. Гэта фактычна быў такі калапс фінансавай сістэмы. І вось ён прыдумаў такую простую сістэму: зрабіць танныя грошы, заплаціць войску грашыма з паветра, як ён казаў. Дзе знаходзіўся манетны двор і як працаваў? Знаходзіўся на тэрыторыі сучаснай берасцейскай крэпасці, на тэрыторыі старога гораду і працаваў наступным чынам. У прынцыпе, гэта быў такі стандартны манетны двор, але ён спецыялізаваўся на пэўных манетах. Ён друкаваў фактычна толькі соліды, альбо на старабеларускай мове шэлягі. Гэта такая сярэдняя манета Вялікага княства літоўскага. Яе вось на спецыяльных прыстасаваннях білі, адбівалі з такімі штампамі, цяжкімі прэсамі, і яны друкавалі з медзі альбо з білону. Ну, не друкавалі, а білі, менавіта адбівалі гэту манету. Берасцейскі манетны двор, ён славіўся тым, што была надзвычайная прадукцыйнасць працы. Ну, на пачатку вырашылі, што друкуюць мільён гэтых солідаў вагой, якая ў 2 разы меншая за намінал. Ну, то бок намінал, напрыклад, 1 солід, а вага яна там 3,5 грама, хоць павінна там 7 грамаў. Ну, я так умоўна кажу. Мільён вось гэтых солідаў і палядзіце, як будзе працаваць. У выніку надрукавалі 10 мільёнаў спачатку. Не надрукавалі, а адбілі 10 мільёнаў солідаў. Гэта прывяло да вельмі нечаканых наступстваў. Якімі былі вынікі гэтай псеўдаэканамічнай рэформы? Вынікі былі насамрэч катастрафічнымі. Па-першае, што на самым пачатку здавалася, што было знойдзена рашэнне праблемы. Вось друкаваць шмат манетаў, якія маюць вялікі намінал, плаціць войску, пакрываць патрэбы аднаўлення гаспадаркі, а іх трэба было аднаўляць, плаціць па замежных пазыках. І здавалася, што праблема хутка вырашыцца. Аднак ужо ў першыя месяцы гэта прывяло да таго, што значна падвысіліся кошты. Падвысіліся кошты настолькі, што манетны двор пачаў працаваць фактычна кругласуткава. І уяўляеце, было надрукавана за ўвесь час яго існавання, а ён існаваў крыху больш за год. 240 мільёнаў 680 тысяч солідаў. Гэта каласальнейшая лічба, якая перавышала ўсе магчымыя параметры. І гэта прывяло да калапсу агульнафінансавай такой вось сістэмы, якая была ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Тит Лівій Бараціні нават патрапіў пад соймавы суд.
Але з суду ён здолеў выкруціцца ў тым сэнсе, што ён проста прапанаваў ідэю, ён кіраваў манетным дваром тэхнічна, а загадваў там падскарбій, ініцыялы якога былі на саміх манетах. Таму вось давайце судзіце падскарбія гэта. І таму судовая камісія не прыйшла ні да якіх высноваў. Але указам Яна Казіміра Вазы манетны двор быў зачынены 4 снежня 1666 году. Андрусь, урокі гісторыі. Мы маем факт таго, што знайшоўся чалавек, які вырашыў простым шляхам вырашыць складаныя праблемы. Праблема была ў тым, што фінансавая сістэма Рэчы Паспалітай была хворая. Яна была хворая не таму, што кепска абыходзіліся ці была вайна. Яна была хворая таму, што сквапнасць людзей і рознага кшталту фінансавыя махінацыі яны прыводзілі да несумленнай працы ўсёй фінансавай сістэмы. І вось замест таго, каб пачаць гэта вырашаць нейкімі складанымі эканамічнымі спосабамі, каб абмежаваць там крэдыт, каб выраўняць кошты, каб заплаціць па ўсіх пазыках, быў вынайдзены просты спосаб хутка і шмат усім заплаціць. Проста надрукаваць, адбіць вось гэтыя грошы. Сучаснай мовай надрукаваць гэтыя грошы. І урок заключаецца ў тым, што інфляцыя гэта кепска. Інфляцыя гэта страшна, насамрэч. Таму што калі пачалі расці кошты, яны закранулі ўсё. Яны закранулі не толькі войска. Манетны двор у Берасці быў пад патрэбы вайсковыя. Заплаціць войску, бо войска было вялікае, вайна ішла. І патрэбна было вызваляць тэрыторыю. І урок гісторыі заключаецца ў тым, што гэта закранула ўсе сферы жыцця грамадства. І тое, што берасцейскі двор спыніў сваё існаванне, гэта было наступствам таго, што развілася інфляцыя такіх памераў, што яе ледзь здолелі ўтаймаваць на працягу наступных 20-30 гадоў. Не трэба думаць, што кожную праблему, асабліва калі яна складаная і доўгатэрміновая, можна вырашыць лёгкім спосабам. Патрэбна уніклівая і дасканалая, карпатлівая праца. Млынца, альбо манетны двор, хутчэй за ўсё знаходзіўся ў берасцейскім замку. Шэлягі, адбітыя там, былі падобныя на віленскія баратынкі. Адрозніваліся манаграмай падскарбія ВКЛ і выявай пагоні. Сярод калекцыянераў яны не вельмі цэняцца, але урокі эканамічнай аферы павучальныя. Нам уласціва шукаць лёгкія адказы на складаныя пытанні. Так хочацца дакладна разумець, дзе гэта правільны, а дзе памылковы шлях. Няхай у моманты пошуку ці прыняцця розных рашэнняў гісторыя берасцейскай млынцы прыходзіць на ўспамін. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч! Трансмировое радио.
Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Мир вам, друзья! Сегодня мы снова обратим внимание на личность Иоанна Крестителя и на то, что он сам говорил о себе. Иоанн был очень популярен в народе, но с приходом Христа его популярность стала падать. Думаю, мы все знаем о соревнованиях и конкурсах, таких как Олимпийские игры или Евровидение. Представьте, что Иоанн был победителем прошлого года, но вот наступил Новый год, и лавры первенства достаются другому. А о прежнем победителе уже никто не вспоминает. Последователи Иоанна возревновали о своем лидере. А что же он сам? Что он говорит о себе? Узнаем об этом после песни. Не в тумане, не в тумане и не в миражах, не сквозь тусклое стекло, не в пустых мечтах. Хочу видеть Тебя ясно, о Спаситель мой. Хочу слышать Твой прекрасный голос неземной. Дороже Тебя нет на целом свете, Создатель миров, Владыка вечный, все Твое на земле и в небесах. Там город родной меня ожидает, Спаситель святой всех нас приглашает в ту страну, где не будет больше слез. Это радость, радость без конца. Это счастье, чтоб познать Тебя. Это милость, данная Тобой. О Спаситель, мой любимый, вечно быть с Тобой. Дороже Тебя нет на целом свете, Создатель миров, Владыка вечный, все Твое на земле и в небесах. Там город родной меня ожидает, Спаситель святой всех нас приглашает в ту страну, где не будет больше слез. Хочу славить, вечно славить, славить без конца. Хочу быть с Тобою рядом, всюду и всегда. Ты Спаситель, мой любимый, за меня страдал. Ты Спаситель, мой любимый, жизнь свою отдал. Приветствую, друзья! Сегодня мы будем читать то, что последовало за беседой Иисуса с Никодимом в Евангелии от Иоанна в 3 главе, стихи с 22 по 30. После этого пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Эноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились.
ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобой при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Много лет назад, когда это еще было можно, наша церковь арендовала читальный зал в городской библиотеке. Мы проводили там еженедельные библейские занятия. А еще в той же библиотеке, только в другой день, собирались последователи Порфирия Иванова. Это необычный яркий человек, создатель системы оздоровления, который жил в России во времена Советского Союза. Он круглый год ходил босиком и вообще из одежды носил только черные шорты до колена. Его система под названием «Детка» включала в себя не только советы по оздоровлению тела, но и по оздоровлению души. В плане физического здоровья Порфирий Иванов учил правильно дышать, ходить босиком, не переедать, дважды в день обливаться холодной водой. А в плане духовного благополучия он призывал желать здоровья себе и окружающим, здороваться со всеми встречными и делать добрые дела. Признаюсь, чем-то этот человек напоминает мне Иоанна Крестителя. Тоже был своего рода аскетом, хотя и своеобразным. Например, Иванов голодал каждую неделю с вечера пятницы до полудня воскресенья, но в остальное время ел очень много и выпивал все молоко, которое давала их домашняя корова. Так вот, когда мы арендовали зал в библиотеке, некоторые из последователей Иванова присоединились к нам. Приходили на занятия, читали Библию, обсуждали важные темы, выполняли домашние задания. Но при этом оставались поклонниками учения Иванова. Очень уж оно им нравилось. Я всячески старался их убедить, что Иванов – это всего лишь человек, притом грешный человек. Может быть, его система закаливания и полезна, в чем, честно говоря, сомневаюсь, но в любом случае не нужно делать из него идола. К сожалению, так я их и не убедил. Последователи Иванова считают его едва ли не пророком. Часто в своих речах благодарят великого учителя за то, что он изменил их жизнь. И хотя на наших занятиях они были, правда, очень старательными, все аккуратно читали и правильно отвечали, оставлять ивановскую детку упорно не хотели. В результате, через некоторое время они оставили нас. Мы помним, что в Эфесе, городе, в котором жил и писал свое Евангелие апостол Иоанн, существовал, можно сказать, культ Иоанна Крестителя. Наверное, потому что его учение было очень простым. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн провозглашал скорый приход конца этого мира и покаяние как единственный способ избежать грядущего гнева Создателя. Несомненно, Иоанн был Божьим человеком. Его учение, конечно же, было правильным. И его служение, разумеется, сопровождалось Божьим благословением. Но, как это часто бывает, Иоанна Крестителя стали чрезмерно превозносить. У него появились последователи, которые стали относиться к нему неправильно со всех точек зрения. Они, можно сказать, сотворили из него кумира. Это видно в нашем Евангелии и в сегодняшнем тексте. Жители Эфеса, которые приняли учение Крестителя, начали относиться к нему с преувеличенным почтением. Вполне вероятно, что они общались с христианами и, возможно, даже присоединились к церкви.
Но Иоанн Креститель был для них все равно слишком большим авторитетом. И вот ради этой группы и ради всех, на кого мог распространиться этот культ, автор Евангелия уделяет Иоанну Крестителю много внимания. Делает он это для того, чтобы дать читателям правильное представление о Крестителе, показать, кем он был на самом деле. Сегодня мы прочитали о случае, когда Иоанн сам высказался о себе. Он показал, кто он такой и каким должно быть отношение к нему. Почти все толкователи, комментаторы отмечают благородство Иоанна Крестителя. Вот, мол, какой он скромный, совершенно не имеющий зависти. Если у вас проблемы с завистью, то посмотрите на Иоанна и поучитесь у него. Что ж, некоторая доля правды в этом есть. И зависть среди христиан действительно встречается. Однако, думаю, в данном случае благородство Иоанна несколько преувеличено. Он просто понимал, кто такой Христос. Вот подумайте, друзья, у вас бывают проблемы с завистью? Наверняка да, они бывают у всех. Но завидуете ли вы Иисусу Христу? Ревнуете ли вы, когда Его прославляют, Ему поют песни, о Нем читают стихи, а вам ничего этого не делают? Вряд ли такая мысль вам вообще в голову приходит, потому что Христос вне конкуренции. Мы знаем, где мы, а где Он. Мы можем соперничать друг с другом, потому что мы обычные люди. А кто осмелится соперничать с Иисусом Христом? Ученики Иоанна Крестителя завидовали Господу, потому что не понимали, кто Он такой. А вот сам Иоанн, услышав, что все идут к Нему, обрадовался, потому что он для того и пришел, чтобы все пошли к Иисусу. Нет, друзья, наш сегодняшний текст затрагивает тему зависти лишь косвенно. Прежде всего, он говорит о Христе. Речь Иоанна делится на две части. Вначале он говорит о себе, а затем обращается к Иисусу. Хотелось мне в сегодняшнюю беседу вместить обе эти части, но не получилось. Поэтому сегодня рассмотрим лишь то, что Иоанн говорит о себе, а в следующий раз, что он говорит о Христе. Итак, Иоанн говорит о себе. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Эти первые слова звучат несколько таинственно. Кого Иоанн имеет в виду? Кто это не может ничего принимать на себя? Я долгое время думал, что это Христос. Мол, он бы не крестил, если бы ему не дано было с неба. То, что он крестит, все идут к нему, это дар Божий, звучит логично. Но чем больше я думал над этим текстом, тем больше приходил к выводу, что человек в нем – это Иоанн Креститель. Попробую объяснить. Как вы думаете, для чего ученики Иоанна рассказали ему, что теперь огромные толпы ходят за Иисусом? Какой реакции они ожидали от своего учителя? Наверняка думали, что Иоанн начнет принимать меры, что изменит стратегию, выработает новый подход, снова добьется былого успеха, ну или хотя бы возмутится. Представьте себе начальника предприятия, к которому пришли подчиненные и говорят: «У нас появился конкурент. Соседний завод провел успешную рекламную кампанию, и теперь все клиенты идут туда. Надо что-то делать, иначе прогорим, разоримся». Естественно, начальник возмутится и начнет думать, что делать дальше. Это естественная человеческая реакция. Если вы имели успех, а потом стали его терять, то, конечно, всеми силами захотите вернуть утраченные позиции, снова взойти на вершину. Своим сообщением ученики Иоанна говорили ему: «Учитель, надо принимать меры. Вон, смотри, он крестит, все идут за ним, а за нами никто. Придумай что-нибудь». И на это Иоанн отвечает: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». По сути, он говорит ученикам следующее: «Я делаю только то, что поручил мне Бог,
Я не могу брать на себя то, чего не дано мне с неба. Обратите внимание на слово «человек». Не может человек ничего принимать на себя. В Евангелии от Иоанна Иисус представлен не как человек. Его там называют Сын Божий, Царь Иудейский и так далее, но не человек. А человеком называется Иоанн Креститель. Вот, например, в 1 главе «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Иоанн говорит о себе и имеет в виду, что он не может сделать больше, чем Господь ему дал. Ученики призывают «сделай что-нибудь», а Иоанн отвечает «я могу лишь то, что мне дано с неба. Не буду брать на себя больше, чем дал мне Бог. Мне поручена задача, и я ее выполняю». А какая задача была поручена Иоанну? Он говорит об этом в следующем стихе. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним». Это выражение «послан пред Ним» было хорошо понятно людям тех времен. Когда высокопоставленный человек, в особенности царь, куда-то отправлялся, он посылал перед собой специальных людей, которые готовили путь, предупреждали жителей, чтобы они убрали всевозможные препятствия, организовали встречу и сделали другие приготовления. Так поступал, кстати, и сам Иисус. Вот текст из Евангелия от Луки. Когда приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. Они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Это Евангелие от Луки, 9 глава. Такой была роль и Иоанна Крестителя. Бог послал его перед Иисусом, чтобы приготовить людей к его приходу. И, как видим, Иоанн хорошо справился. Он пробудил духовный интерес в народе. Он произвел Божий страх в людях. Он обличил в грехах, призвал к покаянию, и иудеи, осознав свою нужду в спасении, пошли к Иисусу Христу, когда Он появился. И чтобы ученикам стало все совсем понятно, Иоанн приводит иллюстрацию. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. «Сия-то радость моя исполнилась». Уильям Баркли пишет о роли, которую играл в древнем мире друг жениха. Друг жениха, Шошбен, занимал особое место в иудейской церемонии бракосочетания. Он выступал как связующее звено между женихом и невестой. Он устраивал свадьбу, разносил приглашения, руководил ходом брачного пира. Он приводил невесту и жениха, и, кроме того, на нем лежала особая задача. Он должен был охранять комнату невесты, не впускать туда никого другого, кроме жениха. Он открывал дверь, лишь услышав в темноте голос жениха. Он впускал его в комнату, а сам уходил радостный, потому что его задача была выполнена, и влюбленные были вместе. Он не завидовал жениху и его счастью с невестой. Он знал, что должен был помочь им соединиться, и, выполнив свою задачу, он с удовольствием и радостью покидал свое место на сцене. В задачу Иоанна входило помочь людям встретиться с Иисусом, принять его как жениха. Выполнив эту задачу, он был счастлив уйти в тень, потому что сделал свое дело. Хочется обратить особое внимание на слово «радость» в речи Иоанна. Он не просто скромно отошел в сторону, не просто смиренно исполнил отведенную ему Богом роль, он радовался, слыша об успехах Христа. Этим он напоминает мне апостола Павла в послании к филиппийцам. Некоторые люди решили составить Павлу конкуренцию и стали проповедовать из зависти, по любопрению, то есть из соперничества. На это Павел пишет: «Как бы ни проповедовали Христа, я тому радуюсь и буду радоваться». И нам нужно радоваться, когда провозглашается имя и слово Христово. Только важно, чтобы это был библейский Христос и истинное Евангелие. К сожалению, сейчас есть немало искажений,
И многие, говоря словами Павла, проповедуют иного Иисуса, которого мы не проповедовали. Давайте представим себе такую гипотетическую ситуацию. В нашем городе есть 2 церкви. Обе здоровые. В обеих проповедуется чистое Евангелие. В обеих соблюдаются библейские принципы. Обе принадлежат к одному братству. Ни к одной церкви нет претензий ни в учении, ни в поведении, ни в методах. Пасторы даже дружат с семьями. Но вот мы в одной, а там есть другая. И наша церковь не растет, а та растет бурно. Говоря словами учеников Иоанна, вот они крестят, и все идут туда. Какие чувства, друзья, вы испытаете в таком случае? Конечно, для нас будет естественно испытывать печаль от того, что наша община не растет. Это нормальная, не греховная печаль. Но сможем ли мы искренне радоваться за наших братьев и сестер в другом районе, которых посетил успех, у которых есть прирост, которые имеют благословение? Американский проповедник доктор Спенс был одно время очень популярен. В его церкви всегда было полно народа, но со временем народ стал убывать. В церковь напротив пришел молодой проповедник, и теперь он привлекал толпы. Однажды вечером в церкви Спенса было совсем мало народу. Он спросил, куда делись все люди? Наступила неприятная пауза, потом один из служителей сказал, я полагаю, они пошли в церковь напротив послушать нового проповедника. Спенс помолчал, а потом сказал, думаю, нам следует пойти за ними. Сошел с кафедры и повел оставшихся людей через дорогу. Нам важно помнить, что у Бога есть свои планы, и они разные для разных церквей. Для одной Господь может предназначить большую численность и бурный рост, а другую, как, скажем, Смирнскую или церковь Филадельфии в книге Откровения, Он поведет путем страданий и скорбей. Не нужно завидовать другим. Нужно быть верными там, где мы есть. В Библии описываются многие церкви, и они все очень разные. Там есть сильные и слабые, большие и малые. И Христос нигде не упрекает малые церкви за то, что они малые и не растут. Он просто говорит, то, что имеете, держите, пока приду. Нам стоит поучиться у Иоанна Крестителя умению адекватно воспринимать себя, знать свое место и больше всего ценить Иисуса Христа, не принимать на себя того, чего не дано нам с неба. Господь отвел нам свое место, свою роль в Его грандиозном плане, и самое лучшее, что мы можем сделать, это не сравнивать себя с другими, не завидовать чужим успехам, а прилежно и усердно делать то, что поручено нам. Но вернемся к той идее, с которой мы начали. Наш текст – это яркая иллюстрация того, как люди создают себе кумиров, как порой преувеличенно относятся к себе подобным. Мы говорили о Порфирии Иванове, чудаковатом создателе необычной системы оздоровления. Врачи считают Иванова шарлатаном. Психиатры считают его сумасшедшим. Из того, что я о нем знаю, этот человек действительно был немного не в себе. Но для последователей он пророк, которого они регулярно восхваляют и благодарят на своих встречах. Люди сделали из него кумира. Из Иоанна Крестителя тоже сотворили идола. В отличие от Иванова, Иоанн не был ни шарлатаном, ни сумасшедшим, но он был очень яркой личностью. А люди падки на яркое. Поэтому они создают себе кумиров из красивых актеров, талантливых музыкантов, успешных политиков, а также из красноречивых пасторов, харизматичных молодежных лидеров, самоотверженных миссионеров. В нашей жизни, друзья, должен быть только один абсолют, только один центр, только один
непререкаемый авторитет. Неправильно восхищаться людьми. И также неправильно слишком много думать о себе. Прославляться, возвеличиваться, превозноситься и восхваляться должен один Христос. Ему одному принадлежат слава и честь, величие и поклонение, а также наша любовь, наша преданность и наша жизнь. В настоящей христианской жизни все должно умаляться, а Христос должен возрастать. Я помню, как 30 лет назад поступил в библейский институт. У нас был прекрасный преподаватель Роман Дегтяренко. Он плохо говорил по-русски, но очень хорошо проповедовал и отлично преподавал. Для меня, недавно уверовавшего, это было что-то невероятное. Я испытывал полный восторг, слушал его с открытым ртом. В своих конспектах старался записывать едва ли не слово в слово все, что он говорил. По словам некоторых братьев, я даже манеру речи его перенял. Сам этого не сознавал, но вполне допускаю. Прошли годы. Семинария приглашала Романа Борисовича еще приезжать и как-то предложила приехать на сессию не только студентам, но и всем желающим. Я собрался, поехал, приготовился снова воспарить в небеса. Не воспарил. Нет, брат говорил хорошо и правильно, но я уже был другой. Я вырос, сам стал преподавателем, научился усваивать твердую пищу. Мой любимый учитель не изменился, но я уже слушал его без того восторга, что раньше, и не записывал каждое слово за ним. Но вот что главное. Хотя Роман Борисович за эти годы умолился в моем восприятии, Христос за эти же годы возрос. Мой восторг от Иисуса Христа не уменьшился, а умножился. Моя радость о Нем не умалилась, наоборот, она стала больше и ярче. Я, друзья, буду рад, если умолюсь в ваших глазах. Главное, чтобы Христос возрастал. Джон Райл писал: «Давайте же относиться к Иисусу Христу так, как относился к Нему Иоанн Креститель». Невозможно прославить Христа больше, чем нужно. Наша оценка церкви, служений, всего, что в ней происходит, может быть завышенной. Но мы не можем думать о Христе слишком хорошо, не можем любить Его слишком сильно, потому что любое наше славословие Христа будет недостаточным. Христос достоин всей хвалы, которую мы только способны Ему воздать. Он будет все во всем на небесах. Постараемся же, чтобы Он был все во всем и в наших сердцах на земле. Пусть и в нашей жизни все земные лидеры становятся лишь обычными людьми, ведь они так легко могут не оправдать надежд. Но Он, небесный лидер, пусть привлекает к себе все больше внимания, восхищает и захватывает, пленяет взоры и сердца. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. Еженедельно программу «Навигатор» вы можете слушать на сайте www.twr.fm. Свои отзывы и пожелания, пожалуйста, направляйте по адресу Трансмировое радио, передача «Навигатор», абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Беларусь. До новых встреч!